Здравствуйте! Сегодня в Абхазии отмечают День добровольца. Во-первых, мы вас поздравляем с этим праздником. Мы хотели бы узнать вашу историю о том, как вы попали в Абхазию, как вы попали на войну и что вас сподвигло встать на защиту страны, которая вам ранее не была знакома. Расскажите нам, пожалуйста, свою историю. В 92 году, в 20-х числах сентября, мы приехали отдыхать в Гагры с другом. И начали переходить границу Псову. Там такой, границы не было еще. Просто сидел пограничник. Перешли границу с другом. Смотрим, на другой стороне техника стоит. Мы думали, учения просто. Солдаты с автоматами. Мы спокойно переходим. И раз нас один останавливает солдат. Куда идете? Да в Гагры отдыхать. Он проверил документы и говорит, можно вас поговорить с вами? И отводит в сторонку, говорит, у нас тут война началась, мы абхазская армия, говорит. Вот тут, как оказалось, это грузины были. И начал нас провоцировать. Вот мы абхазская армия, нам надо помочь. Тут грузины зверствуют. А мы ж тогда и не знали ни по-грузински, ни по-абхазски. Говорим, если помочь надо, согласились. Заводят будку, у нас там будка стояла еще, пост такой. Заводят будку, надо контракты подписать. Зачем нам подписывать, за каждого убитого грузина? Тогда еще 2000 там, тогда теми деньгами было. Да мы им бесплатно помочь. Нет, надо подписать. И начали бумаги подписывать, потом говорит, давайте мы вас вывезем сейчас на позиции, покажем, расскажем. И сажает нас в УАЗик и повезли в поле. Привозят в поле, я думал, на позиции идем. И слышу сзади выстрел автомата, и друг вскрикнул. Поворачиваюсь, смотрю, его бьют грузины. Вы что делаете? Думал, проверка просто. Мы еще не въехали. Проверка просто. Они начали нас избивать, вы наших матерей пришли, а потом мы узнали, что это грузины. Вы наших матерей пришли убивать, и это такое. Вы наемники. Я говорю, мы наемники, вы сами же заставили нас подписывать. В общем, били, и в Ганьяде в милицию нас. Там уже тоже ребята сидели, добровольцы. В общем, целый день нас издевались над нами. Потом вечером корреспондент их не приезжает. Дала по одному вызывает в кабинет и дала почитать. Вот если вы это не скажете, мы вас сразу расстреляем, говорит. Что мы наемники, пришли тут убивать, грузин убивать, там это. Нам обещали абхазцы деньги, я говорю, я что, абхазцев еще в глаза не видел. Деньги обещали, такое. Если, говорит, не скажете это, мы с вами расстреляем вас. И начали нас снимать на кинокамеру. Потом вечером повезли в Гагры. Сковали всех наручниками и в Гагры повезли нас.
На каждом посту ихнем останавливают, это кто? Наемники. И давай нас на каждом посту избивать. Потом вот, где гостиница тогда Украина была, большое, в Гаграх, на мост поставили, мол, кто хочет жить, спрыгайте, убегайте. А там метров сколько. Ну, никто не... Они опять нас избили, привезли в Гаградскую милицию. Ну, заводят в милицию, там сидят пьяные, обкуренные. Кто это такой? Наемники. И давай нас опять избивать. Долго нас избивали, потом камеру кинули туда. И пошли наши заключения. А они перед этим у нас все деньги отобрали, все. И потом говорит, вот деньги не платите, мы кормить вас не будем. Ну, голодные сидели мы нам. Булку хлеба возьмут, дадут и все. Ну и до 2 октября мы сидели, когда Гагры начали освобождать. Мы слышим, бой идет. Один парень с нами, доброволец, тоже сидел, говорит, ребята, надо делать, и нас, говорит, точно на тот свет пустят. Ну, мы думаем, кто бы решили, кто будет заходить, набрасываемся и оружие выхватываем и идем на прорыв. Нам уже терять было нечего. Думали, все равно расстреляют. А с нами там тоже ребята молодые, абхазец был. И в милицию, в общем, чеченцы вошли, разговариваем, не знаю, по какому разговаривать, он говорит, я тоже не пойму, говорит. Ну, нас камеру, решетку там открыли, говорит, выходите. Мы уже, когда вышли, уже знали, что это бригада Басаева нас освободила. Ну и все. Потом смотрим, наши казаки-добровольцы идут. О, ребята, и кто сигареты дает, кто там в столовой была. Нас в столовую завели, накормили. Ну и пошли мы со своими ребятами тогда Гандиаде освобождать и дальше. Когда привели нас в абхазский дом, и вот первый раз я мамалыгу увидел. Говорит, ну а что тут мясо? Говорю, а что это за каша манная? Это мамалыга. И вот тогда я поклялся Говорю, где ваша граница кончается? Вы на Ингуре. Вот говорю, пока до Ингури не дойду, я говорю, войну не закончу. И пошли в ноябре. В ноябре мы 12 казаков десантом сюда приехали на вертолете, в Меркулу. 30-го первый бой был, наступление пошли на Цикабали, на Цигеру. И в общем, попали под огонь. Нас 5, из 12 казаков 5 только живых остались, и то все раненые. Потом лежал в Польщевском госпитале. 14 декабря у меня день рождения, хотели меня в Гудауту отправить на вертолете. Ну, ребята
Борщевцы узнали, что я это, день рождения у меня, вытащили меня с вертолета, говорит, а потом полетишь. И этот вертолет сбили как раз. Ну, считай, 2 раза день рождения живой. Ну и все. Остальное всю войну провоевал. Тут на Восточном фронте, во всех операциях участвовал, все были. Последний раз вот тут на площади меня ранило 30 сентября. Расскажите нам про свои награды. Ну, что орден, это меня Владислав Арзамба вручал, 52 номер. Тогда после войны в 94 году. И он, когда вручал, он руку жал, говорит, это хорошо, что живым вручаю, говорит, а не мертвым. Вот я его, эти слова я его никогда не забуду. А так войну пришлось, ну, сколько друзей потерял. И с Геной Кардановым воевал, и с Саней Жуком. И все знакомые перед моими лицами, все лицом прошли, все. Ребят, 15 человек друзей похоронил тут. Так что близких. Потом, ну, у нас у казаков такая, где казачья кровь пролилась, это считается родная земля. Спасибо большое, что нашли для нас время. И вообще от лица всей молодежи хочу поблагодарить вас за победу, которую вы принесли нашей стране. Не я один воевал, тут тогда почти весь Советский Союз, сколько национальностей, все помогали.